Привет, друзья! Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Я Михаил Саркелей. Я Иван Свяченко. Мы, Михаил, угадай, где? Мы в Камрате. Мы в Камрате. Рад приветствовать тебя, Иван. Взаимно. Неделя прошла, и накопилось, как обычно, много тем для комментариев. Навалилось, я бы сказал. Навалилось. Темы, из той же оперы, да, то есть выборы, политика и Олимпиада, конечно. Вот видишь, это все-таки отличается и от наших обычных обсуждений политики, и от наших стёбов. И, постебаться есть на чем. Ой, да. Давай перечислим, да. Виктория Фортуна объявила о том, что собирается идти в президенты. Кто такая? Кто такая? Сегодня мы узнаем. Очень такое эпатажное, я не знаю, как это назвать, эпатажное видео с неожиданного места из Приднестровья на фоне памятника Суворову. Сколько у него должно быть неожиданных еще в жизни мест? Да. Мы поговорим о новом опросе, который представил ИПРИ, и сделал этот опрос CBS Research. Это уважаемая компания, доверять да, известная можно. компания, которой можно доверять. Мы поговорим о том, как шоровцы пытаются зарегистрировать новый блок «Победа». Кто о чем, а вшивая о победе. Да, 5 партий, по-моему, туда входят. И все контролируются Иваном Шоровым. Да? Мы, конечно же, поговорим о Олимпиаде и о том, как сторонники скреп реагируют на шоу по открытию, да, Олимпиады. Очень красивое шоу, с моей точки зрения, но не менее феерично было. Вот эта вот реакция, да. Реакция на все это шоу. То ли дело будет на закрытии. Да, Шарли Эбдо по этому поводу пошутил уже, да? Что закрытие будет еще красивее. Ну, в общем, мы, конечно же, также поговорим о новых кандидатах, или о старых кандидатах, которые что там пытаются представлять. Или о древних кандидатах, которых вытащили, бог знает откуда, из какого болота. И из какой-то букерки, да, и кто. Ну, в общем, вот этот вот такой небольшой список. Мы постараемся сегодня быстро, но оттого не менее стебно пройтись по самым основным. Не бери на себя много, вдруг не получится. Вдруг не получится. Ну, мы постараемся. Всегда стараемся. Да. Друзья, прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим наш выпуск. Друзья, мы вернулись. Это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Виктория Фортуна идет в президенты. Знаковая фамилия, судя по ее воплям. Что ты не знаешь, Иван? Ничего. Вообще ничего. Я, конечно, уже задокументировался. Работала в антикоррупционной прокуратуре. Судя по ее бесподобному выступлению на фоне коня Суворова, работала очень успешно. Боролась с коррупцией, как заправский антикоррупционер. Ну, слушай, у нас тут есть небольшая информация по поводу того, мы там собрали ее из различных источников. Она была, такая дама, которую любили журналисты-расследователи в связи с ее деятельностью в прокуратуре. Дама Пик. Дама Пик, да. Дама Треф. В общем, об этом мы поговорим. Знаешь, меня, честно говоря, я вот смотрел вчера 4-минутное обращение ее, этот ролик, да, смотрю, у них у всех пошла мода записывать ролики. Наташа Мораль записала ролик в стиле... Называется рубрика «Фантастические твари и где они обитают». И вот, знаешь, я смотрел 4 минуты, я еще не могу понять, а с этой женщиной еще все в порядке? Ну, может быть, это игра. Ну вот я и не могу понять, это как бы она играет сумасшедшую или там что-то не... Потому что вот эта попытка запугать абсолютно всех, и с этим голубем в руках 4 минуты она его держит, и рассказывает в Приднестровье... Бедный потный голубь. Рассказывает в Приднестровье в нескольких, не знаю, может, в сотнях метрах от базы Российской Федерации, военной базы, которая давно, кстати, должна убраться из Республики Молдова. Она рассказывает про то, как нас втягивают в войну. Притом она говорит, что война будет. И да, за такие призывы, мне кажется, служба информации и безопасности, которая, надеюсь, слушает наш прекрасный политический подкаст, могла бы самовозбудиться. Ну, может быть, с другой стороны, может быть, женщина этого и добивается. Чтобы кто-то самовозбудился от ее речей. Ну, понимаешь, там ничего возбуждающего не было в этих речах. Михаил, слушай, у тебя такие вкусы, у других другие вкусы. Опять же, не будем углубляться в эту тему. Не, ну понимаешь... Кому-то и Фортуна, слушай, подруга. Кому-то и Фортуна подруга. А кому, кстати, она подруга?
Ну, судя по выступлению в Тирасполе, точно Кремлю. Точно Потому что невозможно снимать у коня Суворова без разрешения местного КГБ, МГБ. Она там была по согласию. Ну вот, давай несколько историй, да, из ее биографии. Она уволилась с прокуратуры самостоятельно в марте 2024 года, заявив, что власти обвинили объявили ее угрозой национальной безопасности. Привет, Ирина Лах, другая угроза национальной безопасности, которая заявляет себя... Завидует, да. Наверное. То есть и та назвала себя врагом номер один для Майя Санду, и это назвала себя врагом номер один для всех властей Республики Молдова. Она обвинила СИП, президентуру и прокуратуру, что они якобы сфабриковали дело против судей, которые были нелояльны к власти. Она знает толк фабрикования дел. Абсолютно. Речь идет о жалобе судьи Алексея Паниш, которого Майя Санду отказалась назначать на должность судьи еще в 2022 году. Алексей Паниш восстановил в должности экс-председателя апелляционной палаты Кишинева Владислава Клима, которого назначил Дадон и отправила в отставку Майя Санду. В общем, такой клубок весь, да? Просто кошмар, эти хитросплетения коррупционеров. Клима поддержал решение судьи Бердила о непризнании избрания Андрея Анастасии примаром Кишинева. Помнишь, было такое дело? Оказалось, что в период с 20 апреля 1999 года по 9 апреля 2012 года Штефан Паниш, отец судьи Алексея Паниша, выступал в качестве основателя СРЛ «Пан-Клип», в то время как Ион Клима, брат Николая Клима, отца судьи Владимира Клима, занимал аналогичную должность в этой же компании. В общем, такой клубок сплетения судей и бизнеса. Коррупция и кумытрия это называется. С количеством бизнеса. Это коррупция и кумытрия. Фортуна критиковала Ветинг и подала в суд на Майю Санду, потребовав 1 миллион лей, потому что считает, что Майя Санду намекнула на нее во время пресс-конференции. Губозакатательные машины у нас в школе говорили. Очень тут здесь могли бы пригодиться. Часто и много получала деньги от своей свекрови и своих родителей. 20 тысяч евро в 2017 году, 12 тысяч евро в 2022 году. Еще получала подарки на 100 тысяч леев и 1500 евро, и многое другое. И это только задекларированное, я так понимаю. Да. Кто его знает, что там в кубышке? Еще она заявила, задекларировала, что она, вот интересно, по размеру полученных в 2022 году пожертвований Фортуна была на 2-м месте среди прокуроров страны. Ей подарили более 610 тысяч леев. Тебе дали кто-то что-то 10 тысяч леев? Нет, я даже не знаю, это хорошо или плохо. То есть я бы, может быть, и хотел бы, но я точно не хотел бы зарабатывать или получать деньги такими способами, какими получает госпожа Фортуна. Фортуна привлекла внимание общественности, когда приобрела Мерседес Е-класса. Всего за 10 тысяч леев. Вот это прекрасная новость. Я считаю, 10 500 евро. 10 тысяч. А в 2021 году она выставила авто на продажу за 290 тысяч леев. То есть 29 раз больше. Однако за время пути Мерседес вздорожал. Так во что превращаются эти выборы? Очень много кандидатов. Уже больше 11 кандидатов, по-моему. Да? Сегодня еще один кандидат, по-моему, да, заявил о том, что он собирается. Бывший министр иностранных дел. Обороны, извините. Плешка, да. Валерий Плешка, да. То есть объявил, что он собирается баллотироваться. Из ПСДЕ. Партия ПСДЕ. Почему ПСДЕ? Потому что аббревиатура ПСДЕ. Не видел аббревиатуру, у них Ион Сула. Председатель, а аббревиатура ПСДЕ. Сула из ПСДЕ. Ну и оттуда же Валерию Плешка. Оттуда же, да? Откуда же Итарлиев? Он же во времена Тарлиева был, да? Министр обороны, нет? Я уже забыл. Я вот заметил несколько месяцев назад... Да, в правительстве Тарлиева с 2004 по 2007 год. Валерий Плешка вот на Фейсбуке, мы в друзьях, он несколько месяцев вдруг неожиданно начал постить про себя любимого воспоминания. О мемуары. Какой он бизнесмен великолепный, а политик еще лучше, министр обороны самый лучший. И это такая многосерийная сага. Я ее так просматривал, читал. Ну, мне интересно вспомнить там 90-е, 2000-е. Посмотреть на точку зрения Валерию Плешки. Единственное, что я никак не мог понять, а с какого перепуга вдруг он пустился в воспоминания? В конце концов, ему не 90 лет. Рановато для мемуаров. Ну, может, он боится как бы... Я думаю, тут более долгосрочная игра. Видимо, он готовился и набирался восхищение самим собой, чтобы вот согласиться баллотироваться на пост президента Республики Молдова. Ну, берет пример с Ирины Лах, она же тоже... Да там много с кого можно брать примеры, господи. Там весь список. Перечти хоть по алфавитному порядке, хоть вперемешку в рандомном.
Ты знаешь, еще чуть-чуть у нас как бы по численности кандидатов, по числу кандидатов у нас будет половина олимпийской команды Республики Молдова, которая представляет нас на Олимпиаде. У нас 26, по-моему, спортсменов там участвуют, не знаю, в 10 или 13 различных дисциплинах. У нас уже 13 кандидатов. Глядишь, там до выборов наберется полный состав Олимпийской сборной Республики Молдова. С одной стороны, это, конечно, показатель демократии, а с другой стороны, избиратели, которые хоть чуть-чуть разбираются в политических процессах, смотрят на вот этот парад непотребства, начинают ржать и понимают, что голосовать им есть только за одного человека. Мы не будем называть фамилию. Да. Но, с другой стороны, они такие, пытаются опровергнуть, что они каким-то образом связаны с Кремлем. То есть как бы начнут задуматься, а зачем Кремлю выставлять таких кандидатов, которые вообще не имеют никакого шанса? Для разнообразия покрытия, знаешь, волк покрывает всех овец. Ну, хочет, по крайней мере, покрыть. Вот, тебе хочешь такую, на, а хочешь поспокойнее, вот это. А тут и министр обороны неплох, бывший дипломат, ну почему он? Замечательный же. Ты про Ульяновского. Про Ульяновского. Бывший прокурор, пожалуйста. 2 бывших. Кого хочешь выбирай. 3 премьер-министра бывших. Кику Тарлев и этот, Владимир Васильевич. Филат, господи, Михаил. Ты плохо подкован в политике сегодня? Нет, сегодня вроде нормально. Выбирай на вкус, ну, хочешь такого, хочешь сякого. Блондинка есть, брюнетка есть. Ну, их же задача основная, скажем так, либо уронить рейтинг другого основного кандидата, либо выиграть эти выборы. Ты как это видишь вообще? Потому что мы постоянно задаемся этим вопросом для того, чтобы понять вообще, что же, в какую игру играет Кремль. Кремль играет не только в Молдове, но и на постсоветском пространстве, но и на более шире, если смотреть на международной арене, в очень простую игру. Мы сеем хаос. То есть они сеют хаос. Чем хуже, тем лучше. Как оно будет, Кремлю, в принципе, все равно. Главное, что вот больше говна, больше беспорядка, больше бардака, какого-то постыдного балагана. Кремлю так лучше. Ну и плюс все они кричат, как в унисон, что нас втягивают в войну. По-моему, да. По-моему, все. Там у всех один и тот же нарратив. При том, что уши Кремля за каждым из них войну ведет Россия. И я не очень понимаю, в какую войну Молдову втягивают, на чьей стороне. И вот куда молдавская армия пойдет воевать? Ну вот это фортуна, да, то есть в 100 метрах от российской базы, да. Которая давно рассказывает про войну, как Молдову втягивают в войну. Да. И ни слова не говорит про то, что эта база должна убраться. Ну, либо клинический идиотизм, либо беспредельный цинизм. Так вот я и задаю вопрос, она играет роль или она на самом деле? Ну, я с ней не знаком. Не, ну вот представь себе, что вот предположить, что она не играет роль, что она такая. Это же страшно представить, какие люди работали в прокуратуре вместе с ней. Я вот читал у нашей коллеги Лили Бураковски в Фейсбуке мнение. Лилия Бураковская тоже удивилась вот этому явлению фортуны народу неожиданному. А, кстати, да, она же молчала, билборды по всей стране. Билборды развешала, несколько месяцев они там привлекали, видать, чье-то внимание. И тут она достала из кармана аргумент. Я ее не слышал, я как бы услышал, что такое? Что такое? Непонятно. В комментариях Лилия Бураковская удивилась появлению. И в комментарии к ней пришел депутат ПАС, сейчас скажу, как его зовут, Виталий Жакот. Да. Который говорит, а вы понимаете, что вот таких фортун в системе государственной власти тысячи? И не только в прокуратуре. И не только в прокуратуре, везде. И вот вы удивляетесь, почему идут реформы медленно? Так вот именно поэтому они идут медленно, потому что все вот это вот сидит. И их надо выгонять, нужно кем-то заменять. Но не за один день все это делается. Ну, конечно. Если их там тысячи. Тысячи, и вот они же... Причем на таких серьезных должностях. В различных ведомствах. Абсолютно различных ведомствах. Вон в парламенте сегодня господин Крянга, наш ветеран парламентской жизни, подозрение в шпионаже. Да. Уж казалось бы, это, господи, господин Крянга. Ладно бы там этот главнокомандующий Горган, шпионаж, ну тут понятно. А он еще из парламента. Он глава юридической комиссии, по-моему, да? Он много должностей сменил. Ну да, он был главой юридической комиссии. Сейчас это очень важная должность. Через него проходят практически все законы. Все ответы, вся юридическая часть парламента сконцентрирована на нем. Да? Комиссию он возглавлял, но это структура внутренняя парламента. Да, он не был депутатом. Сейчас он уже не депутат. Он, по-моему, был депутатом. Я не помню этого, но он давно, здесь скажут, долгое время, что я его знаю, он не был депутатом, он был чиновником в парламенте, который возглавлял
юридический отдел, извините, не комиссия, а юридический отдел. Вот. Очень важный орган, кстати. Если так вот покопаться, тут шпиончик, здесь шпиончик, их же тоже надо неплохо бы отловить и выкинуть. Ну да. За один день это сделать непросто. Абсолютно. А есть очень много полезных идиотов. Которые добровольно, радостно вот маршируют стадом, приветствуют наших прекрасных партнеров с Востока. Которые, и, кстати, стали возить в большом количестве. Я не знаю, в этом выпуске мы об этом говорить не будем, но вот мы обращаем внимание, большое количество учителей, да, вербуют туда на какие-то мероприятия. Это та же самая организация Евразия, да, поездки устраивают им туристические по Москве. И учителя, как ни в чем, вот буквально сегодня идентифицировали 3 учителей из Гагаузии, которые учат, одного директора школы. Прекрасно, прекрасно. Молодцы, ребята. В Москве на каком-то мероприятии, Евразия, там такие радостные и так далее. Люди вообще не понимают, что происходит. Что ж такое-то вообще? А? Это было бы смешно, если бы не было так грустно, на самом деле. Ну, слушай, мы закаляемся, европейско настроенные, да и, в принципе, просто не обязательно выбирать тут какой-то геополитический вектор, просто вменяемые избиратели Республики Молдова, глядя на вот это все, я надеюсь, учатся, умнеют, становятся более политическими грамотными, а это процесс хороший и полезный. Вот фото, там 3 учителей из Гагаузии, 2 из лицея Гайдержи, один директор из одной школы села Кирсово. Это очень интересно. Да? То есть, как люди... И неужели люди не понимают, что на кону? Да? И не только будущее страны, но и будущее их судьбы в том числе. Потому что это же просто ужас. Ну вот кандидат, я читаю новость, кандидат от АЛДЕ. Да. Альянс либералов и демократов за Европу. Да. Штефан Савицкий баллотируется. Ты когда-нибудь слышал эту фамилию вообще в природе? Вообще нет. Существовал такой политик? Нет. Нет, никогда в жизни. Кто такой Штефан Савицкий, который вдруг почему-то не принял, может быть, таблеток, может, ему жена куда-то что-то засунула острое, провернула, и говорит, ты обязан быть президентом. И он пошел выдвигаться в президенты. Говорит, пора остановить хаос и разрушение. Вот без Штефана Савицкого мы не знали, что у нас хаос и разрушение. А он нам пришел и объяснил. Понимаешь? Мы думаем, что все в порядке, понимаешь? Мы должны объединить все регионы и этносы, включая Гагаузию и Приднестровье. Только так мы восстановим экономику. Простите, он бывал в Приднестровье? Может быть, он не посоветовался с госпожой Фуртуны? Та бы рассказала ему про прекрасные пустынные немножко пейзажи Тирасполя. А если немного отъехать от Тирасполя, то там вообще мрак. А если в Григориополь, то вообще... Ну, там бог хрен его знает, как доберешься. Там дорога условная. То есть она когда-то была, и, наверное, что-то там как-то передвигается. Но это... Я много раз повторял неприличные слова. В Молдове можно сказать, что происходит жопа. Но в Приднестровье срака. Там, ну, там и нищие территории, и жители живут гораздо беднее, и зарплаты, мягко говоря, ниже на всем уровне. Кстати, а когда-то пытались Приднестровье продать как такую историю успеха. Где ж тут успех? Ну, покажите успех-то. В чем успех? Изолированный регион сам себя изолировал. И сам себя изолировал. И денег, несмотря на бесплатный российский газ, мягко говоря, не хватает. Да. Ты понимаешь, бесплатный российский газ, он как-то можно конвертировать через сбор денег от населения за поставки газа людям. Но это же половина бюджета формируется. Абсолютно. А вот чтобы куда-то что-то вкладывать, инвестировать... И с каждым годом все меньше и меньше этого хватает. С каждым годом все хуже и хуже. Хуже и хуже, да. Чтобы людям обеспечивать себя. То есть им приходится ездить на заработки, кто на правый берег, кто в Европейский Союз. Как бы. И никого не пугает правый берег? Абсолютно. Абсолютно. Ну, если резюмировать, да, то есть эту часть выпуска, большое количество кандидатов, мы за право людей баллотироваться, но, с другой стороны, зачем это нужно? Ну, на людей посмотреть, себя показать. Может быть, хочется как-то квакнуть в историю. И каждый продвигает нарратив о том, что нас втягивают в войну. Каждый говорит, что хуже всех моя Санду, а я лучше всех. Ну, это мне очень сильно напоминает, я буквально пару слов и завершаем эту часть, очень сильно напоминает то, как проходил референдум так называемый референдум в Гагаузии. Это задача запугать людей и загнать их в избирательные участки, и под этим воздействием запуганными тем, что завтра будет война,
заставить их сделать выбор, который не отражал бы их интересы. Понимаешь, уже не работает, ну или, по крайней мере, гораздо хуже работают какие-то там призраки унири, угнетения русскоязычного населения ужасного, НАТО, и даже ЛГБТ-тематика немножко потускнела. Да. В ход идет аргумент «война». Война, знаешь, вот ЛГБТ-тематика или унири не всех пугает, а война пугает всех. Да. Беспроигрышный вариант. Постращать людей бесстыдно, цинично, подло, лживо. Ну, бог им судья, а нам в руки бюллетень. Да. И штампик «вот ад». И микрофон, чтобы объяснять. Чтобы людям, по голове, может быть, кому-нибудь настучать этим. Ну, не приходит же. Нет. Не приходит. Друзья, мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и продолжим наш выпуск. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать». Мы сейчас поговорим про новый опрос, который сделал ИПРЕ, Институт pentru politici реформы Европене. Они его заказали, провела опрос CBS Research. Организация Василий Конторжи, наш друг, ну, скажем так, управлял этим опросом, или командой, которая проводила этот опрос. И вот какие цифры. Значит, цифры следующие. Коллеги, дайте, пожалуйста, эти цифры я как раз открою. Да? По Европейскому Союзу. От общего числа респондентов 51% респондентов готовы проголосовать за Европейский Союз. Более 60% готовы выйти на избирательные участки. Ну, нормальные показатели. И из тех, кто определился, более 60% готовы проголосовать за вступление Молдовы в Европейский Союз. Информированные люди. Это информированные люди, которые уже приняли решение. И там, по-моему, около 51%, которые от общего числа респондентов. Там есть еще другая цифра, которая от числа определившихся. Значит, это немножко отличается от того, что мы видели от Айрая, да, или примерно то же самое? Это примерно то же самое, но у каждого своя методика проведения опроса и обработки результатов. Тут главное добросовестность социологов и их репутация. Нарисовать цифры какие угодно можно. Да. Если ты хочешь оперировать реальными данными, рисовать цифры смысла нет. А методики отличаются, поэтому цифры могут быть разные, отличаться там на 5, на 10%. Нужно смотреть именно этот опрос и релевантность цифр по отношению друг к другу. Ну, цифры вроде как бы релевантные, если по разным показателям. Меня порадовал вопрос, что бы вы сделали, уважаемые избиратели, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум прямо вот о вступлении в ЕС. Да. 66% за. Из определившихся. Вообще. Нет, из тех, кто уже принял решение. Из тех, кто уже принял? Да. 51% от общего числа респондентов. Ну, хорошие данные. Ну да, потому что и там порядка 13%, по-моему, которые не определились. Вот эта цифра. Этот блин, который, да, говорит о том, сколько... И новые цифры, которые, в принципе, коррелируют с теми цифрами, которые были до сих пор по поводу рейтинга тех или иных политиков. Майя Санду, да... În cazul în care duminica viitoare ar fi avut loc alegerile pentru funcție de președinte Republicii Moldova, pentru cine ați vota? В случае, если в следующее воскресенье пройдут выборы президента, за кого бы вы проголосовали? Почему не на английском, Михаил? Не отрабатываешь. Там Айрай, здесь... Зарубежные. Да, тоже зарубежные, ну что. Рука Вашингтона, что я ты не видишь? Я отрабатываю повестку Кишинева. Тут Хорошо. Да. Значит, Майя Санду 33%, а Динчей Дечиш, из тех, кто уже определился, что будет голосовать, 39%. Почти 40% готовы проголосовать за Майю Санду. Игорь Дадон. Ровно как вот в половину меньше. От общего числа респондентов 13% готовы за него проголосовать, и 16,9% готовы проголосовать из числа тех, кто определился. Это наш вот фаворитик. Это наш фаворитик. С той части, да? Оппозиционеров. Вот за ним дальше следует Рената Усата. И Ирина Влах, кстати, вот подросла чуть-чуть Ирина Влах, 5,6% от общего числа респондентов готовы за нее проголосовать. И 7,2% готовы проголосовать за нее из числа тех, кто уже определился. Она по этому показателю обогнала даже Ивана Чубана, пожалуйста. Бедный. Я думаю, что он будет скоро ревновать.
Так он же уже начал угрожать. Не примите бюджет, я буду баллотироваться. Бюджет приняли. Неужели нас избавят хотя бы от Чебана в качестве кандидата на пост президента? Хотя, слушай, и эти цветы могут вырасти. Да, 66% ты готовы принять участие, 66% не проголосовать за, а готовы принять участие в референдуме. Вот цифра, которую ты, видать, это самое. Может, да, Да. может, что-то напутал. Ведь партicipa референдуму принято Республики Молдова în Uniunea Europeană din 20 octombrie. Там есть еще один какой-то пункт. Если бы в следующем воскресенье состоялось голосование о вступлении в ЕС. Да, Динчей Дичи 65%. Это из определившихся. Окей. Да. К рейтингам. Да. Михаил, тут есть Рейтинг интересные- по партиям. Подожди. Да. Не торопись. Давай. Вот, например, Ион Сула. Мы вот вспоминали БЗДе. У Иона Сула тоже есть, помимо того, что есть БЗДе, у него есть еще и рейтинг. Да. У Иона Сула 0,1%. Понимаешь? Доверие, да? И там, и там. И тех, кто знает его, и тех, кто не знает, и тех, кто готов за него голосовать, 0,1%. Но, Да. вот что меня порадовало. Рейтинг Тудора Ульяновский. Да. У него 0. Везде. У ПСТ 0,1, а у Ульяновского 0. 0. Разве это не прелесть? Во-первых, это красиво. Не согласись. Во-первых, это красиво. У Стоиногла 1% у нашего этого единого объединенного, тот, который спасет всех. 1%. 1%, да. Правда, тут, я так понимаю, что не очень релевантные данные. Он По Стоиноглу, в смысле? Да, в середине опроса начал выдвигаться. Да. Или его начал выдвигать. Они не успели его замерить. Да, ну, Замерили. немножко замерили, ну, пока что вот 1%. Ну, вот, пожалуйста. Невысоко. Илон Шор 2,5%. Его Ион Кику опережает. Даже Илон Кику. Слушай, мне опережает. кажется, и оплатил этот опрос, может быть, Ион Кику. У него слишком большой этот самый, что ли? Ну, у него длиннее, чем у Илона Шора. В смысле, больше. В смысле, шкала Выше, длиннее, господи. Видишь, я уже да. путаюсь. Шкала длиннее, горизонтально, да, ты это имел в виду. Ну да, вот у него голубая, а у Илона Шора такая Ну, тут уже как бы оранжевенькая. вопрос к себе с research, да. Почему они выбрали именно такой Ну, расцвет? слушай, Партии, методом тыка. partii, давай. Партии, давай к партиям. Nu văd, păjălăstă, dacă duminica viitoare ar fi avut alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu ce partid ați intenționa să votați? ПАС 26,7% от общего числа респондентов и 48% от тех, кто уже определился. Блок ПКРМ, ПСРМ 14,5% от общего числа респондентов и 22,2% от тех, кто определился. Блок Виктория, пожалуйста, его здесь замеряют как блок Виктория. Потому что, я так понимаю, вполне возможно появление неких претензий со стороны властей по поводу финансирования Безусловно, Виктории, да. Ренаштерей и прочих. Ну, при всех потугах, смотри, 84% от общего числа определившихся респондентов и 12,8% от общего числа тех, кто уже определился. Надо узнать, сколько же они вложили денег, чтобы привлечь 8% электората. Ты имеешь в виду миллионов в эту было избирательную... потрачено на... В их политическую деятельность, Да, да? ну это не надо называть, пожалуйста, Михаил, это политическая Ну деятельность, да, извините. да. Этот балаган, который... Это не политическая деятельность. Согласен. МАН 2,5%. Слушай, ну тут и Гимпу даже есть, у него 0,4. Ну, МАН просто, он в предыдущем опросе он хоть набирал чуть больше 5%, даже почти 9%, а здесь он как-то слабовато. Либо слабовато, либо, я говорю, это может быть немножко другая методика, может быть более строгая, может быть более точная. И вот она показывает Здесь, да? И опять же, это данные на июнь-июль. Ну, давай как резюмируем, да, то есть как бы все вот эти вот потуги и вложения, которые делает другая часть, особенно Илон Шор, весь этот балаган, который он, да, и в Гагаузии, и по всей стране, как-то не дают им результата. Или рано расслабляться по этому? Безусловно, рано расслабляться. Ты что, расслабляться в избирательной кампании, это Не кто надо. же это будет делать? Это смерти подобного. 20% людей не знают и не определились. И это незадолго до выборов. Ну и явно вот этот вот весь вот этот балаган и вот это большое количество кандидатов бьет именно туда, да? по Я этим думаю, 20%. да. Отколоть их, вот, знаешь, 5% от 20 получить, и ты уже на коне. И ты уже на коне. Ты уже в парламенте как Ты минимум. уже на Суворовском коне скачешь, машешь шашкой. И пускаешь голову. Следом на ослике гагаузском Илон Шор. По телевизору.
экране. Ослик на телевизоре или... Нет, Илон Шор на ослике. В телевизоре. Да, в телевизоре. Да. Ты хочешь совсем перформанс такой, постмодерн, чтобы телевизор, в котором Илон Шор на ослике, телевизор стоял тоже на ослике. Михаил, тебе нужно в Париж. Да, вот мне подсказывают, да, что я пересмотрел А если всю Олимпиаду. эту конструкцию еще поместить на лодочку и куда-нибудь Бассейн, да. отправить? По Елфугу, да? Так? Нет, слушай, Елпук не впадает в какое-то море, а нужно тут какое-то море, чтобы оно все вымылось, вычистилось. Нужен политический ливень серьезный, очень, очень серьезный. Ты хочешь, чтобы затопило Кишинев? Понимаешь, политические события у меня вот вызывают такие ассоциации. Эти вот товарищи все лезут как грибы. А грибы, если говорить про тело Республики Молдова, должны лечиться нистатином. Вот у нас нашу территорию неплохо бы посыпать нистатином, чтобы всю эту нечисть пришибило. Грибковые заболевания, да. И как-то вот не было. И хорошо. Демократия пускай остается. Да, а вот это... Но не вот этот вот... Фу, мерзотный цирк. Это в качестве... Прописываем, да, нистатин. Нистатин, да. Да. В аптеках. Да, Господь жги называется. Друзья, вернемся через несколько мгновений. Друзья, мы вернулись. Это подкаст «Это вам не вышки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Ну, у нас тут такая мини-тема, что называется, да, мы ее частично затронули. Ну, политические карлики, они... На то она и мини-тема. По опросам мини-карлики, кстати, да, по шуму как-то они очень пытаются создать... По воне. По воне. Мал клоп, да вонюч. Великий русский народ сложил такую поговорку. Еще раз, мал? Мал клоп, да вонюч. В общем, Блок Победа. Партии, те 5 партий, контролируемые Илоном Шором. Значит, это партия «Шанс», «Возрождение», «Альтернатива» и «Сила спасения Молдовы» и «Виктория». 4. Гибрид ужа и ежа, знаешь, такой? Да, 4 партии здесь. Решили объединиться и зарегистрировали сегодня, по-моему, блок. Соитие. Да, для участия в центре сберкома. Соитие партии Шора, да. Для участия не в президентских выборах, а в референдуме 20 октября. Значит, 4, да, политические партии объединили свои усилия, чтобы полноправно проводить нашу информационную кампанию, заявили они. Мы будем активно разъяснять, почему так важно проголосовать против вступления в Европейский Союз. Ну, логическими методами здесь точно действовать не получится. А какими? Ну, иррациональными. Я не знаю, что они будут показывать и как убеждать. Ну, может, конечно, просто нагло врать. Это они точно умеют, профессионалы. Так они и так это делают. Да, но это же они делают и так. А тут может быть какая-то специальная тактика. Теперь у них будет корочка официальная. Официальная корочка. Можно врать. Дай мне, пожалуйста, удостоверение, что врать разрешается. Просто что же они будут говорить? Они уже понятно, да? То есть их главный нарратив вот с этой стороны. Имеется в виду со стороны Шора. Кстати, обрати внимание, можно, кстати, по этому поводу попытаться сделать такой анализ и определить, у кого какая роль. Вот у Шора кричат, что у нас режим Майя Санду и режим партии ПАС. Что они борются с режимами и так далее. Остальные кричат про то, что нас стягивают в войну. Это Наташа, Ирина Влах, вот это Фортуна и все остальные. Эти кричат про какой-то режим Майя Санду. Причем люди кричат, у которых, не знаю, клейма негде ставить. Евгения Гуцул вот сегодня перед судом опять, или когда она там опять орала там в компании этого Алексея Лунгу, это Регина Апостоловой. Значит, она обвиняет Майю Санду в том, что якобы режим Майю Санду борется против них и против других оппонентов, возбуждают уголовные дела. Кстати, против Дмитрия Константинова тоже возбудили уголовные дела. Заметьте, Михаил, госпожа Гуцул начала кричать в письменном виде. Кричать в письменном виде, это как? Потому что после потенциала, видимо, девушку попросили немного приподзаткнуть фонтан красноречия, потому что я думаю, что даже ее пламенные сторонники понимают, что рейтинг она им не увеличивает. То есть вот эти тексты, которые ей готовили для того, чтобы она их произносила, вот они теперь просто публикуем. Ты согласна? Они спрашивают. Она говорит, да, согласна. Позор. Ну или если она говорит нет, и тогда они держат ее в заложниках и издеваются над законно избранной. Кстати, у нее новая кликуха, я в интернете прочитал, безбашкарша. Безбашкарша, почему? Ну, угадай. Потенциал. Потенциал безбашкарши высок. Да.
Ну, в общем, решили они зарегистрироваться, посмотрим, что скажет Центральная избирательная комиссия по этому поводу. Зарегистрируют их, не зарегистрируют, как бы тут явно... Но мне кажется, что они, это опять же бьют в эти ворота. Они понимают, что их не зарегистрируют. Ну, господи, а может и зарегистрируют? Ну, а может и зарегистрируют. Но опять же, если, по-моему, решение комиссии по чрезвычайным ситуациям уже не действует, по большому счету. Их снимали с каких-то выборов. Да, с местных выборов. С местных выборов. Да. А что сейчас, не знаю. Может, там еще раз ввести чрезвычайное положение? Ну, нет, судя уже по сказали, вот этому что... беспределу, который творит Кремль в нашей маленькой, не очень богатой стране, ну, тут чрезвычайное положение можно объявлять на такой перманентной основе. Ну, кстати, да, это хорошая мысль. То есть, Уважаемая служба информации и безопасности, которая слушает наш подкаст. Потому что я не знаю, как бороться с этими ребятами. Это вообще-то страшно. Взять и запретить. Взять Знаешь, и запретить. вот прекрасный был мыслитель, философ, полиграф Полиграфович Шариков. Да. Взять и запретить. Взять все и поделить. Он говорил поделить, правильно. мы запретить. Мы запретить, да. Ну, посмотрим, как поступит Центральная избирательная комиссия, как поступят власти, потому что они обещали, что не будут вводить режим чрезвычайного положения. Ну и дай бог, чтобы не было реальных поводов. Да, и чтобы им хватило сил и инструментов бороться со всей этой нечистью, как бы, ну, в рамках легального поля, без введения каких-то дополнительных чрезвычайных ситуаций. Посмотрим, что у них получится, но опросы говорят сами за себя. Больше 50%, 51%, более 51% от опрошенных за вступление в Европейский Союз и более 60% из тех, кто уже определился, готовы проголосовать за вступление Молдовы в Европейский Союз, и более 66% готовы принять участие в референдуме. То есть как бы им есть над чем работать, если они хотят сдержать эту страну от вступления, скажем так, от голосования за на референдуме. И у них, судя по всему, при таких больших вложениях плохо получается убедить людей голосовать против. Давай станцуем, Михаил, от другой печки. Представь себе, что в Молдове проводится референдум о вступлении в Евразес. Как ты думаешь, какие будут результаты? Сколько людей захотят в союз с уважаемым Кыргызстаном, уважаемым Туркменистаном? А, кстати, они не предлагают такой референдум, ты обрати внимание. Нет, они говорят, здесь плохо. Да, а куда? Теоретически-то, конечно, нам очень хорошо в Евразес, но в Европу точно ужасно. Окей, логика. Логика. Да, а Наталья Мораль вообще обещает экономическое чудо и говорит, что нам никуда не надо вступать. Я думаю, у него не хватит денег. У него, господина, да. Мораль. У господина Наталья Мораль. На то, чтобы обеспечить всем экономическое чудо. Себе, наверное, он обеспечил экономическое чудо. Так он давно, мне кажется, обеспечил его, нет? Ну, тут, знаешь, Плохотнюк отгрыз кусок. Тут с Шором что-то не поделили. Гостиницу там туда и сюда передают. Страховую компанию отобрали, да? Страховые компании, да, там 2, по-моему, фигурировала. Ну, в общем, посмотрим. Да, ждем решения Центральной избирательной комиссии. Время покажет, друзья. Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько мгновений и вернемся с обсуждением Олимпиады, и церемонии открытия и реакции на эту церемонию открытия. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете и смотрите подкаст «Этого не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Олимпиада 2024 в Париже идет в полном разгаре, полным ходом идет. Но про спорт очень мало кто вспоминает. Про спорт очень мало кто вспоминает, согласен. Очень несколько дней, это, по-моему, на выходные, все обсуждали церемонию открытия. Шалость удалась. Что-то им там не понравилось, да, скандал вокруг этой церемонии открытия, прикопались к драг-квинам и Дионису, да. Увидели вдруг Христа. Как можно было увидеть Иисуса Христа вот в этом действии? Непонятно. Они подумали, что это... Вот тайная вечеря. Тайная вечеря, да. Вечеря, да, я вот путаю ударение. Тайная вечеря, ну, как бы, да. Ну, и я, честно, я посмотрел. То есть очень... Я не смотрел, я работал, в отличие от тебя, Михаил. Я смотрел, ну, я на выходные... А ты отдыхал. Нет, подожди, давай так. Дело не в том, что отдыхал. Дело в том, что начался вот этот вот, как сказать, вот этот вой вокруг Олимпиады. Да, и я сказал, надо посмотреть. Я до этого видел какие-то отрывки. Отрывки нет, отрывки это было в пятницу, по-моему, была церемония открытия. Да, в пятницу была церемония открытия. И какие-то отрывки уже появлялись. И потом все выходные, субботу, воскресенье, там пошла волна. Да что это такое? Да там ЛГБТ. Там просто была женщина из Гагаузии, которая запостила, она есть, да, которая запостила у себя на странице
свое впечатление от церемонии открытия. Оскорбилась или что? Нет, она была в восторге. В восторге? От церемонии открытия и написала, что как бы ей очень понравилось. Да к ней там налетели, да я вас сомневала, я вас это сама разочаровалась. Да как вы могли, да что это такое и так далее. Как вы можете высказывать свое мнение? И я такой, блин, я решил посмотреть, потому что я не понял, до чего они докопались, да? То есть, как бы, окей, если обладать слишком бурной фантазией, можно было бы зацепиться там до 2-3 моментов, которых, в общей сложности, не знаю, наберется минут на 5 из этого 3-часового шоу. Так они же попытались это сделать как основной темой всего этого шоу открытия, понимаешь? Но это же не про это. Больше. Если хочешь что-то увидеть, то ты это увидишь. Это известная же истина. Хочешь увидеть что-то ужасное, посмотри туда. С твоей точки зрения, да, и самый главный нарратив, обрати внимание, да, который они пользуются. Зачем? Нам не нужна такая Европа. Влад Филат высказался. И если это Европа, которую он сведут, нам не нужна такая Кого Европа. интересует мнение Влада Филата о чем бы то ни было, и уж тем более о Европе? Весь процесс европейской интеграции Влад Филат хорошо продемонстрировал во время нахождения у власти. Не правда ли, Михаил? Ты помнишь события? Разговор с Басеску. В состоянии полуэрекции, да, не очень приглядный, но это как бы... Теперь зато он ведет переговоры, видимо, с представителями Илана Шора. Да. Кстати... Но, с другой стороны, Наташа Марарь тоже сидит с представителями Демпартии, которые залезали к ней под юбку. Якобы, говорит Наташа. Якобы, говорит, но я не знаю, у них, наверное, какая-то высокая толерантность к своим потенциальным партнерам по политической деятельности. Да. И Наталья Марарь говорит, что был какой-то секс-тейп, ее сняли там, как она это самое... она с ними теперь сидит за... И ничего, общается. А про Филата, контрабанда сигарет. Да, конечно. Знаменитый Тудор Болицкий, начальник таможни. Все хорошо. И все европейские партнеры, я с ними разговаривал неоднократно, не имеют ни малейших иллюзий относительно Влада Филата. Абсолютно. Как двигателя евроинтеграции Республики Молдова. Абсолютно. Кстати, опрос также показывает, по-моему, 70% респондентов считают, что там, по-моему, есть вопрос, чи не один лидер политич, если капабил să promoveze integrarea europeană. Кто из политических лидеров наиболее способный продвинуть европейскую интеграцию? По-моему, 70% считают, что Майя Санду. Как удивительный это вариант. Да, удивительно. Давайте о России, потому что очень много комментариев оттуда. Российская пропаганда как-то разбушевалась. И Ксения Собчак назвала это бескусицей. Это просто шикарный комментарий, особенно от Ксении Собчак. Я видел другие комментарии, что девушка поехала в ЗАГС на катафалке. Конечно, где там Парижская Олимпиада сравнится с перформансом, как его, не Палаганов, Богомолов. Богомолова, да, ее мужа, да? Это же так интересно, как реагирует вообще российская пропаганда, да? То есть они в Олимпиаде не участвуют по понятным причинам, потому что во время Олимпиады в Сочи просто меняли анализы скалами мочой своих... Прокал не знаю, но мочу точно меняли. Моча. Да, и потом, знаешь, Россия выиграла Сочинскую Олимпиаду на первом месте по медальному зачету. Потом бах, алло. Это что, сидит в туалете ФСБшник, из саки чужие меняет, убирает допинговые и чистые. Это что-то еще написал на чистую? Ты понимаешь, это же надо было провернуть спецоперацию не только по подмене допинга, но и по наличию всего этого продукта. Как и позорняк, ты на 6-м, на 7-м в итоге-то месте. Да. То есть это тоже хорошо. Но что ж ты пальцы-то растопыриваешь? И кучу спортсменов после этого лишили золотых медалей. Да. В общем, да, и вся вот эта вот реакция, да, то есть они обиделись на то, что их там нет, и они начали это все обсирать. Мы сеем хаос. Политика Российской Федерации сеять хаос где только возможно. В частности, в медиапространстве по такому информационному поводу. И это как-то увязали еще и с европейской интеграцией. Нам не нужна такая европейская интеграция. Что вы там докопались? Там ЛГБТ, и там издеваются над религией. При том, что, знаешь, некоторые во Франции политики тоже приподняли бровь и что-то там недовольно буркнули. Понимаешь, Михаил, я не знаю, смотрел ли ты этот мультик? «Падал прошлогодний снег», он называется. Он пластилиновый. Восхитительный советский мультик. И там «Тайная вечеря» показана. Из животных, из прикольных фигурок.
Они там сидят. Кстати, да, было Видел его? да, в социальных Вот, сетях. это вот оттуда. Да кто только Все. не делал Это уже, карикатуры. на самом деле, этот креатив, он старье. Да. Там все Самое уже настоящее. и постебались, и поржали, и поулыбались, и И зло KFC поржали. делал, и Симпсоны делали пародию на «Тайный вечер». Мел Все. Брукс «Всемирная история». Великолепный мой любимый фильм. Там они просто вживую это представляют. Вот Иисус идет, договаривается о банкете. Нельзя сказать, что какая-то новость. И более того, это изображение да Винчи, по-моему, да? Это же не икона, да, по большому счету. Это Ну, нет, произведение конечно, искусства. художественное произведение, конечно, какая же икона. И где здесь оскорбление? И где здесь оскорбление? А да Винчи тогда не оскорбил чувство верующих, когда изобразил это все? При том, что если мы углубимся... Как ты с полуслова углубимся в творчество Леонардо да Винчи, великого гения Возрождения и, в принципе, истории человечества, то говорят злые языки, что многие из изображенных, в том числе и на иконах, в росписях храмов, которые совершал Леонардо, великий Леонардо, были его любовники. Не будем расширять эту тему. Не будем углубляться. И углубляться в эту тему. Но видишь, как работает сознание российской пропаганды? Выборочно. Если можно обосрать что-то хорошее, они с удовольствием это Ну, делают. за что ж тогда? На то им платят деньги. Если ставится рабочая задача, они приходят с утра в кабинеты, проводят совещание. Что сегодня у нас в повестке? Ага, вот тут килограмм говна, а здесь мы подключаем Симонян. Да. Здесь нужно 2 кило Г. Здесь должен уже Кирсаян поработать. Он более тяжелая артиллерия. В прайм-тайм брызжет... Соловьев. Да. Брызжет Соловьев. Захлебывается. Соловиный. Помет, ну, собственно. Да. Классика. А Мария Захарова — это официальная часть банкета. И вот такой фуршетные порции. Каждой твари по порции. Ну, давайте посмотрим фотографию Филиппа Киркорова, извините, и зададимся вопросом. Это не оскорбляет чувство верующих, коллеги? Какие неожиданные у тебя повороты пожалуйста, сюжета. Вот. Филипп Киркоров, пожалуйста. Что-то тоже там творческое изображение. Где? А это, не знаю, какой-то концерт, вот такой Он на кресте ползет, видишь? Он встал на крест и что-то там В императорской тоге. Да. Ну, Филиппа Бедросовича со вкусом, конечно. А вот это не оскорбляет? Он опять вошел куда-то не туда. Это давно было? Ну, я не знаю, вот коллеги где-то откопали вот это вот. Да? Красота. Ну, нет, меня не оскорбляет, мне, в принципе, Не, по меня барабану. тоже как бы у Мне тех, по кто- барабану. Абсолютно. И Филипп Киркоров, и все его творчество, и на крестах. В 22-м году. Да, в 22-м году, да? Да, 22-й год. Ну, Какой как смелый Филипп Бедросович. А потом решил в Гипюре сходить. Ну, слушай, а потом Донбасс. А потом Донбасс. Как причудливо тасуется колода. Это после почти голой вечеринки. да. Да, пошло Потому что правда. он там с голым-то не был. Почти. Ну, нет, совсем Даже не почти. вообще, да. Нет. Ну, в общем, так. А что же ждать на закрытие? Это ж А на вообще... закрытие... Это, Михаил, к тебе. Ты перепостил прекрасную карикатуру Шарли Эбдо. Эбдо, которые умеют постебаться над абсолютно всем, делают это хорошо и обещают нам такой перформанс, про который Франсуа Рабле, наверное, писал: «Кишок без говна не бывает». Вот это, наверное, про реакцию с российской стороны. Телесный низ. У нас много телесного низа. Которые не участвуют, но пытаются это все красивое, прекрасное шоу. И, кстати, очень интересно, я заметил, предыдущие 2 Олимпиады, ну, понятно, там была еще и пандемия, одно, второе, прошли практически незамеченными. Эта Олимпиада, к ней, во всяком случае, привлекли внимание. Ну, К говорят, спорту тоже. моя лента в Фейсбуке переполнена очень, притом, интересными текстами и за, и против. Люди прям стараются. Ты про церемонию открытия. Да, обсуждают цереремонию открытия с одной стороны, с другой стороны, с культурологической, с исторической, с литературной. Проводят прекрасные какие-то аналогии, сравнения, метафоры придумывают. Интересно читать. И даже если, несмотря на то, что это анализ открытия и не совсем про спорт, то я обращаю, как бы, сам себя ловлю на мысли, что меня интересует как бы и спорт. Ну, плюс тут, наверное, нужно отдать должное и нашим спортсменам, которые завоевали 2 бронзовые медали на Олимпиаде уже. Дзюдоисты. Дзюдоисты, Да. да. И Поздравляем. Желаем новых побед. Денис Виеру и Адиль Османов, да.
которые принесли нашей стране 2 бронзовые медали. Как бы они уже, я так понимаю, что это очень хороший результат. Вчера мы были на 26-м месте в общекомандном зачете. Я думаю, что мы уже опередили Российскую Федерацию 100%. по медальному зачету. Абсолютно. В общем, друзья, следим за Олимпиадой и ждем церемонии закрытия, которая, как обещает Шарли Эбдо, будет еще красивее. До свидания. И да, я забыл сказать в начале, да, вы сможете нас смотреть в YouTube, на канале Нокта и на канале NoFiction Святченко, в Фейсбуке на страничке Нокта, и слушать нас в Spotify подкаст и на Apple подкаст. До свидания, друзья.